Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112». В студии Сергей Хайдаров. И сегодня мы покажем, как в Казани сгорел очередной трамвай. Расскажем об ограблении альметьевского магазина молодыми людьми из Челнов. Они успели забрать алкоголь и сигареты до приезда охранной организации. Меры предосторожности от поимки их не спасли. А также хроника дорожных происшествий. Я ехал на зеленый светофор, и мне резкий удар, я же сознание потеряла. Это и не только прямо сейчас. 11-месячную девочку удалось спасти. 57-летняя женщина погибла во время пожара в частном доме в Чистополе. Сообщение о возгорании поступило накануне 18:39. Через 10 минут пожарные были на месте. К этому времени дом с надворными постройками был полностью охвачен огнем. Площадь пожара составила 140 квадратных метров. В момент возгорания в доме находились женщина и ее 11-месячная внучка. До прибытия пожарных подразделений ребенка из горящего дома вытащил сосед, 34-летний Денис Чепурин. Он пролез в горящее строение через окно, разбив стекло. Прибывшим пожарным он сообщил, что где-то в доме находится бабушка. Девочку с испугом и подозрением на отравление продуктами горения доставили в педиатрическое отделение Чистопольской городской больницы. Ее состояние медики оценивают как удовлетворительное. Тело женщины пожарные обнаружили уже после того, как полностью справились с огнем во время разборки сгоревших конструкций. Причина пожара пока устанавливается. В Казани на проспекте Имашева сегодня днем сгорел трамвай. Сообщение о пожаре на остановке стадион Казани-Арена поступило по единому номеру вызова экстренных служб 112 в половине 12 дня. В результате пожара никто не пострадал. Пассажиры самостоятельно покинули пылающий вагон до приезда спасателей. Пожарные установили, что площадь возгорания составила 2 квадратных метра. Справились с пожаром за считанные минуты. Как установили специалисты, огонь вспыхнул в результате обрыва контактного электропровода. На улице Гаврилова в аварию попал водитель «Мазды». Молодой человек врезался в «Жигули» 7-й модели, которые остановились на светофоре. После удара предполагаемого виновника происшествия выбросило с дороги. Иномарка снесла металлические конструкции и остановилась на газоне. Подробности в материале Айгуль Батрудиновой. Остановился, и он стоячую машину. Водитель «Жигулей» заявил, ехал по Гаврилова в сторону Чуйкова. Остановился, не доезжая до перекрестка. Горел красный, но ехать дальше пришлось не сразу. Причиной тому стал водитель «Мазды», который въехал в его машину. Скорость очень приличная была. Здесь скорость до 80, говорю. Я говорю, какая скорость до 80, если на поворот идешь? Нет, вот скорость 80, разрешенная по городу. То есть он вас не заметил, да, или как? Получается, что не видел. Стоячую машину не видел. Освещение нормально. По характеру повреждений видно, что иномарка до последнего пыталась уйти от удара, но не ушла. Как итог, «Мазда» вылетела на газон, сбив при этом металлический забор. Свою версию произошедшего молодой человек водитель иномарки рассказать не смог. Все бывает. Я уже никого был стоять. Ущерб хозяину «Жигулей» и дорожной инфраструктуре, вероятно, покроет страховая компания виновника. А вот свою машину восстанавливать ему придется за свой счет. Айгуль Батрудинова, Айрат Назипов, Константин Бушуев, «Вызов 112». 4 автомобиля по принципу домино столкнулись в вечерний час пик на улице Гвардейская. Предполагаемый виновник аварии – водитель «Шевроле», который не соблюдал дистанцию. В результате инцидента никто не пострадал. Учитывая, что все машины не получили серьезных механических повреждений, автомобилисты отправились в центр оформления ДТП своим ходом. Куда серьезнее досталось автомобилям, столкнувшимся по аналогичному сценарию на проспекте Универсиады. По предварительной версии в аварии участвовали 3 машины, однако на месте остались только 2 – «Пежо» и «Киа». Обе получили сильные повреждения. Люди в ДТП не пострадали. Водители остались дожидаться на месте автоинспекторов для выяснения всех обстоятельств. Хотел повернуть там, где этого делать нельзя. Остановился на проезжей части, и в этот момент произошла авария. «Шевроле» и «Лада» 14-й модели столкнулись на пересечении улицы Губкина и проспекта Победы. Оба автомобилиста не признавали свою вину. Один аргументировал все тем, что поворот налево в этом месте запрещен, тем более из правого ряда. Другой, что в момент аварии вообще стоял, пусть и посреди перекрестка. Мнение водителей выслушал Рамиль Шайдулин.
Там затор был, я хотел объехать и въехал в него. Получается, он стоял на автоплате. По рассказам автомобилистов, «Лада», как и «Шевроле», ехали по проспекту Победы в сторону Новосавиновского района. На перекрестке с улицей Губкина водитель иномарки решил повернуть налево, но способ для такого маневра выбрал неудачный. Он завернул вот с проспекта крючком вот так вот и хотел поехать туда. Вот вам так же нельзя делать, да? Так нельзя делать. Водитель «Лады» ехал прямо и на перекрестке врезался в поворачивающую налево из крайнего правого ряда иномарку. Поворот налево, как и разворот на перекрестке, запрещены. Впрочем, водитель «Шевроле» не считал себя виновным в ДТП, полагая, что второй участник аварии попросту въехал в стоячую машину. Что поворот здесь запрещен. Проспект. Мы встали, здесь еще очень много машин сзади нас проехало, то есть мы препятствий не создавали. Вы стали на эту полосу, если что, эту полосу. Для этой нет, мы не создавали. Они полоса чисто прямо. Но здесь на поворот идет полоса. Нет, здесь прямо. Зачем автобус полоса и там полоса же найдет, да? Не исключено, что теперь свои доводы оба водителя будут представлять уже на детальном разборе в госавтоинспекции. Рамиль Шайдуллин, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112. Крупная авария произошла на пересечении улиц Несмелого и Гладилова. Ночью там столкнулись Opel Mokka и Renault Logan. После удара автоледи, управлявшая немецкой иномаркой, потеряла сознание. Кто нарушил правила дорожного движения, разбиралась Илья Хайрудинова. После столкновения к месту происшествия оперативно подъехала неотложка. Помощь врачей потребовалась женщине-водителю Opel Mokka. Я ехала на зеленый светофор, и мне резкий удар, я же сознание потеряла. Резкий удар произошел из-за того, что автоледи даже не успела толком сбавить скорость. Причиной тому стало неожиданное появление на перекрестке Renault Logan. Его 55-летний водитель, так же как и женщина, двигался по улице Несмелого только в противоположном направлении. На пересечении с улицей Гладилова решил повернуть налево. Почему не пропустил встречный транспорт, ответить не смог. Он только подошел, когда скоро уехал, он сказал: извините, я виноват, все. Я ехал на зеленый, со мной же еще поток ехал. И машины уворачивались от него, успели. После удара «Опель» проехал еще несколько метров, а разбитый «Логан» откинуло на трамвайные пути. Определить точное место удара автоинспекторам было не так-то просто. Вы как ехали? Я тоже ехал. Откуда? Оттуда поворачивали налево? Да. Ладно, хорошо. Где было столкновение у вас? Где вы вот стукнулись? Я вот не помню. Пока участники ДТП восстанавливали картину произошедшего и решали, как убрать свои автомобили с проезжей части, водители трамваев терпеливо ждали окончания рабочей смены на улице. Не исключено, что виновнику происшествия придется заплатить за простой электротранспорта. Алия Хайрудинова, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112. 2,5 минуты потребовалось 4 молодым людям, чтобы вынести из магазина в Альметьевске алкоголь и сигареты на сумму больше 100 тысяч рублей. Зашли они в торговую точку ночью, когда магазин не работал. Замки взламывать не стали, просто разбили стекло. Действовали быстро и покинули помещение еще до приезда охранников. Айрат Назипов увидел момент ограбления. Они убегали так, что по пути теряли украденные. Правда, потом возвращались, поднимали. Всю свою объемную ношу они забрали в магазине, без ведома его хозяина. 4 молодых человека в перчатках и масках проникли внутрь, разбив стекло на двери. Ринулись к самому дорогому и материально, и для души, к алкоголю и сигаретам. В руки не умещалось, спасли корзинки. Они успели забрать алкоголь и сигареты до приезда охранной организации, в которую поступала информация о сработавшей сигнализации. Камеры наблюдения зафиксировали силуэт автомобиля, на котором скрылись подозреваемые. Но стражи порядка быстро определили его марку, госномер и отследили маршрут и выяснили, что машина зарегистрирована в Набережных Челнах. Владелец признался, что он работает таксистом и в тот день за 5000 рублей свозил своих знакомых в Альметьевск по делам. Их суть ему не раскрыли. Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении этого преступления задержано 4 челнинцев. Самому старшему 20 лет, один из них несовершеннолетний. Все взрослые судимые за совершение ряда краж, угонов, грабежей и нанесение побоев. Судимости не погашены. Подозреваемым содеянным признались, ущерб возместить не смогли. Все, что украли, растратили. Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении молодых людей уголовного дела, а также проверяется их причастность к аналогичным преступлениям в Челнах и Бугульме. Айрат Назипов, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 898 69 112 112. Это можно сделать и в наших группах, в социальных сетях. Туда же можно присылать и снятое вами видео. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. А вдруг она его примет.